Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, тема сегодняшнего гадания звучит так. Откровение высших сил о вас и о вашей судьбе, о вашем будущем. Давайте попросим высшие силы нам показать, что ждет вас по судьбе и что будет с вами в будущем. Кому тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о своих планах, надеждах и мечтах. Попросите высшие силы вам честно поведать о вашей судьбе и о вашем будущем. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же попросим высшие силы вводить в мои руки и показать нам честно ваше будущее. Так, ключ. Видите, в центре есть ключ. Ключ. Вы найдете ключ, который поможет открыть вам все двери. Вам по судьбе найти этот ключ. Это вот прям таки ваша цель. Ваша цель, вы это чувствуете, вы это знаете. Кто-то даже с рождения чувствует, что есть какие-то тайны, скрытые какие-то моменты о моей жизни, о моей судьбе, которые мне не даются. И вся ваша жизнь построена на том, чтобы эти тайны вскрывать. Знаете, здесь тайны идут двойного характера. Первый характер — это земной, то есть кто-то в семье что-то знает, да, но вам не говорит. Кто-то там о вашем роде знает, о вашей семье, о ваших предках. То есть там какая-то тайна есть. Скорее всего, эта тайна касается вашего происхождения. Знаете, мне вот почему-то идет, что очень благородное происхождение. Даже больше скажу, скорее всего, вот прям, ну, я не знаю, как вы к этому отнесетесь, к этой информации, да, несмотря на то, что это отсыпка общая, но здесь именно знак короны идет, понимаете, может быть, у вас кровь королей, да, голубая кровь в ваших венах течет. У вас, кстати, вот смотрите, я сейчас сделаю вам карту, а вы уже согласно этой карте просмотрите себя, да, подходит ли вам, либо нет. Во-первых, у вас тонкие могут быть пальчики, у вас может быть такая королевская посадка головы, взгляд. Вот обычно люди говорят, что у тебя какой-то надменный взгляд, да, как будто бы ты высоко голову несешь, а вы говорите, нет, что вы, я обычный человек. Вот у вас королевская, как это говорят, посадка головы. Глаза какого-то необычного цвета, неважно, это может быть там и карие, и голубые, любые, но вот сам оттенок какой-то необычный очень. И есть моменты, когда ваши глаза действительно могут менять цвет, становиться либо более темными, либо вообще менять, ну, например, там, я не знаю, там с голубого на зеленый, да, то есть какие-то такие перемены могут происходить. Плюс у вас есть родимое пятно, либо темного цвета, либо белого цвета. Ну, на какой части тела я тут не скажу, но то, что есть, это точно. Мои дорогие, под этим признаком вы можете определить, что это для вас. И у вас явно тут либо какие-то дворяне высокого стана были, либо действительно вот прям таки кровь королей течет, да? Королей, там, султанов, я не знаю, высоких людей, потому что здесь и вышла шапка султана, понимаете? Мои милые, необычные вы люди с необычным происхождением. Эту тайну вам предстоит узнать, раскрыть о себе. И знаете, на вот это происхождение ваше, но вы как будто бы на король либо королева без короны, да? Вам по крови положено, да, но по факту вы недополучаете. И вот все ваши какие-то неприятности по жизни, вот вы чувствуете, что вы как будто бы обделенный человек, да, недополучивший признания, недополучивший, не знаю, каких-то, может быть, даже радостных моментов от жизни. Знаете, вам откроется эта тайна, вы поймете, что происходит, вы поймете, чего это всего касается, да, и как с этим дальше быть. Конечно же, я не вижу, что вы тут в титул войдете, да, будет вам такое предложение. Но, по крайней мере, вы будете лучше понимать себя и все то, что у вас происходит. Вы очень благородный человек, при этом очень честный, открытый и справедливый. У вас напрочь отсутствуют такие вот вещи, как там хитрость, лукавство,
там задние какие-то мысли, там двойное дно, это вообще не про вас, да, не про вас. И вы иногда себя не понимаете, вы думаете, да, вот откуда у меня такие вот характеристики, откуда у меня там желание защищать сирых и убогих, да, бороться за справедливость. Ну вот это все идет от вашего происхождения, от вашего благородного происхождения. Следующий момент, который касается вашего рода, скорее всего, связан с особенностью, да, с особенностью родовой программы. Здесь люди были особо просветленные, наделенные, может быть, какой-то властью, какими-то знаниями, какими-то особенными возможностями, понимаете? То есть у каждого, конечно, в семье будет своя история, чем вы обладали. У вас в роду есть какой-то особый талант и особый дар, который бы хорошо было освоить. Ну, понятно, что если у вас в роду были великие там лекари, там, не знаю, знахари, опять же таки доктора могли быть, да, кто угодно, и вам, например, там сейчас, я не знаю, там 60 плюс, да, сложно получить медицинский диплом, но тем не менее вы можете освоить какие-то вот азы, если вам, конечно, это интересно, да, например, там траволечение, либо там массажик, либо там, я не знаю, может быть, там нутрициология, да, знания о правильном питании, и помогать людям вот именно через эти знания. То есть все, в принципе, возможно. Учиться никогда не поздно. Кто-то, например, поймет, что у него есть талант, призвание, например, быть, не знаю, там, эзотериком, да, то есть как бы есть у вас яснознание, яснослышание. То есть здесь в любом случае вам нужно обрести свой талант. Кто-то, может быть, откроет талант прекрасного кулинара, может быть, хорошего учителя, педагога, да. То есть вы поймете, вот этот ключ, он открывает все тайны, все двери. Это универсальный ключ. Вам по судьбе этот ключ отыскать. Сколько вы будете его еще искать, то я скажу вам такую вещь. Он у вас вышел прям в центре рисунка. В центре рисунка это значит, у нас в течение 5-6 месяцев вы обязательно это все отыщете. Может быть, у кого-то будет подольше, но, к сожалению, не меньше, потому что ключ у нас все-таки в верхней части больше идет. Мои дорогие, может быть, вам кто-то в этом поможет. Может, вы действительно озаботитесь этой темой и вам помощников дадут, да, ведь духи вашего рода тоже стремятся к тому, чтобы вы стали именно тем человеком, кем вам предназначено свыше. Так, что касается дальше вашей судьбы, ну, я вижу, что вас, конечно же, по судьбе ждет признание, вас ждет успех, но прежде всего вам нужно избавиться от этого дьявола, от страхов, сомнений и переживаний. У вас где-то рядом бродит, ну, просто-таки, да, змея, которая может вас ужалить в любой момент. Эта змея, но вы ее пригрели, вы ее прикормили, пригрели, вы не ждете от этого человека, вы ни сном, ни духом. Но человек в вашу сторону прям уже, ну, пускает просто искры. И вам либо уже сказали, кто это, либо вам обязательно скажут. Тут просто вот подойдет к вам человек и скажет: а вот ты знаешь, что вот эта особа в твою сторону там злословит, да? И вы, конечно же, крайне удивитесь. Не бойтесь терять людей, которые вам по жизни мешают. А этот человек вам реально мешает. Не бойтесь его потерять, не бойтесь отказать в дружбе и не бойтесь отказать в доме. То есть человек вредитель. От этого человека нужно обязательно избавляться. Если вы не избавитесь от этого человека, человек будет вам путать все дороги. Мало того, может еще вредить любыми другими способами. Здесь может быть и магия, здесь могут быть и всякие вот прям вредоносные поступки. Вплоть до того, что, я не знаю, там человек может там специально там что-то вам в дом подкинуть, там нехорошее, да, там тараканов вам в дом принести, либо клещей каких-нибудь. Да, чтобы только лишь вам было хуже. Да, есть такие люди, которые обладают такой разрушительной энергетикой. Они разрушают другие жизни и, конечно же, разрушают себя. Вот вам выпал такой человек. Знаете, почему к вам выпал? Это как ваше искушение идет, да. То есть этот человек вас, возможно, кстати, по жизни и искушал. И благодаря этому человеку вы уже не раз, например, какие-то, ну, потерпели неудачи и неприятности вошли в вашу жизнь. Скоро вы узнаете, и тогда правильно поступите. Потому что, еще раз говорю, да, вам нужно развиваться, вам нужно идти вперед. А этот человек вас блокирует и вас тормозит. Следующий момент. Момент, который касается вашего прошлого. Здесь в прошлом были какие-то сложные обстоятельства, связанные с обидами, с
недопониманием. Здесь могло быть и манипулирование и в любви, и в чувствах, в отношениях. По жизни могло быть манипулирование. Может быть, кто-то из родственников вами манипулировал, может быть, любимый человек вами манипулировал. В любом случае вы натерпелись. Натерпелись, и сейчас у многих прям такие отторжения идет. Да? Как бы с одной стороны очень хочется любви и счастья, с другой стороны не хочется попадать в сложную ситуацию, да, и терпеть какие-то вот прям унижения и чужую волю, да, исполнять. Вот вообще не хочется. Знаете, то, что было, то прошло. И это были для вас уроки, достаточно жесткие, но уроки от судьбы, от жизни. Вы их прошли. Больше, вот смотрите, никто вас за голову держать не будет. Вы пойдете свободной птичкой, полетите, понимаете? У вас, может быть, даже вот в родовой вашей системе это прописано, когда в вашу жизнь входят люди, которые вами, ну, скажем так, управляют, да, не вами, а вашей семье, да, там, например, если вы женщина, то часто были такие ситуации, когда женщинами, ну, управляли, заставляли там так или иначе поступать. Либо если вот женщина, то так прям влюбляется, да, что себя теряет и полностью отдается на волю мужчины. Ну, а мужчина уже, соответственно, там рулит и управляет. Так. Я вижу, что вас больше, ну, в вашу жизнь, по крайней мере, не впустят таких людей. И тем более вы уже научились на своем горьком опыте. Вы таких людей чувствуете. Когда чувствуете, просто бежите от них без оглядки. И не подпускайте. Смотрите, у вас какие-то очень сильные родовые связи с кем-то из женщин, из вашей семьи. Эта женщина какая-то особенная, она вот прям какая-то с мечом, амазонка. И она вам может сниться, она может приходить вам во снах. Вы можете о ней там знать, либо не знать, в любом случае. Вот как-то она проявляется в вашей жизни. Вам бы хорошенько было бы нужно изучить историю своего рода, да, по этому ключу, узнать, кто эта женщина. И она ваша, как знаете, заступница. Она, возможно, даже вас вот и защищает от каких-то неприятностей. Но опять же таки, если вы знаете ее имя, если вы можете обратиться к ней по имени, то у нее больше возможностей, ну, скажем так, быть в вашей жизни и вам помогать. Дальше по вашей судьбе. У вас в судьбе есть человек, который поможет вам навести мосты. Этот человек, он абсолютно новый, он еще не вошел в вашу жизнь, он обязательно в вашей жизни появится. По этим двум мостам я скажу так, тут ситуация либо переезда идет, либо какой-то прям такие, ну, переход, да, тут два перехода получается, да, по двум мостам. Один переход на счастливую жизнь в другом месте, не там, где вы сейчас находитесь. У вас будет другое место для счастливой жизни. Место вашей силы, место вашего рода и место, вот, где вы сможете укорениться, прям так вот, прям бросить якорь. И следующий момент — это мост на счастливую жизнь, на себя, вы себя сделаете своими руками, да, на ваше продвижение, на вашу высокую позицию, на ваше высокое предназначение, потому что предназначение у вас действительно высокое. То есть вы не просто там простой смертный человек, который должен там, я не знаю, прожить обычную жизнь. У вас есть предназначение, очень важное, оно вот прям в вашей родовой системе прописано. У вас как бы в роду, каждое там, не знаю, поколение приходят такие необычные люди, которые, ну, либо они добиваются очень высокого положения и высокой позиции, либо они, к сожалению, там пропадают, да, насколько вот сильная психика, насколько человек сможет это вынести. Но поскольку у вас вышел ключ, я думаю, что у вас все получится, и вы именно тот человек, который возвысит свой род, который сможет реализовать эту сложную программу. Мои дорогие, в вашем будущем есть хорошие моменты, связанные именно с любовью, с семьей, с вашими достижениями и с вашим ростом. Что касается негатива, то, если честно, он здесь не вышел, но мне здесь идет знак, что в принципе любой негатив при помощи вашего умения, вашего хорошего настроения и вашего сильного, мощного, скажем так, характера, да, вы можете просто-таки переломать, перерубить и не подпустить ни к своей семье, ни к себе, ни к своему дому. Все в ваших руках. Верьте в себя, любите себя, и все у вас будет прекрасно. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.